И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Они шли на смерть, чтобы жили мы. В эти дни в Абхазии вспоминают погибших в наступательной операции 16 марта 1993 года. Цветы и венки ложатся к подножиям обелисков и мемориалов по всей стране. Почтить память павших в парк боевой славы пришли президент Рауль Хаджимба, ветераны войны, матери погибших, школьники. Зажигаются свечи в память о тех, кто отдал жизнь за свободу и будущее Абхазии, ее народа. Эти герои приняли участие в самом тяжелом и сложном наступлении в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В Сухум их вела мечта, великое желание войти в родную, свободную от врага столицу. Каждый год в эти дни идет дождь. Мелкий, еле заметный. Он помогает скрывать слезы на глазах тех, кто выжил в мартовском наступлении и победил. Говорить о событиях марта 93-го ветераны не любят. Слишком живы для них воспоминания о тех страшных событиях, будто и не было этих 24 лет. Нана на копии едва сдерживает слезы, рассказывая о своих боевых друзьях. Помнит все до мелочи. Лица ребят до сих пор перед ее глазами и иногда не дают спокойно спать. Воспоминания высекают из глаз женщины-воина скупые слезы, которые она очень старается скрыть. Я со своим батальоном, естественно, после освобождения Гагры вообще с Кудаутского штаба меня и Лялю Паразю направили к Ибрагиму Иганову в кабардинскую группу, которая базировалась в Пицундах, в Доме творчества. А мартовское наступление мы, Пицунский батальон Нукзара Долбая и Ибрагимовская группа слитно мы поднялись. Внизу была наша одна рота, имитация, когда 14 на 15 прорыв делали, а мы как бы сверху мы шли. Но случилось то, что случилось. Мы вниз, меня с Лялькой Паразия вниз, вот эти высотки понумерованные, как-то я уже не помню, там с Вышерах, где чуть выше ГАИ, а Сосновая аллея вниз мы спускались к реке, мы отправляли убитых ребят за 66-м. Мы шли с надеждой большой, что мы уже к утру будем в Сухуме. Так думалось, так хотелось, но не все так получилось, как мы хотели, конечно, но всего того ужаса, что нас ждало уже 18 на 19, с 18 на 19, когда уже нас всех отвели, и то, что сколько ребят не вернулось, всего этого ужаса нас ждало уже впереди. В нашем батальоне потерь не было, мы внизу. Были у нас раненые тяжело, 4 человека, наверху было 8 человек ранено, ребята, ну, слава богу, да, нас за рекой нам не дали перейти, может быть, и худшее было. В 5-м Пицунском батальоне было много санинструкторов, все девушки. Им пришлось пережить многое, увидеть самое страшное – смерть. Опускать руки, падать духом было нельзя, ведь перед глазами сотни героических примеров, тысячи мужественных поступков, которые в общем и принесли Абхазии свободу. Я хочу сказать не о том, мы смогли, не смогли. Я хочу сказать о тех ребятах, которые попали в плен. Я, если всех поголовно не знаю, но большинство я их знаю, они физически, может быть, да, сломали их, но духовно нет. Они пели песни, армяне рассказывали, они пели песни «Ахура шархонха». У меня в голове не укладывается ту боль физическую, которую они переносили и пели песни, и какие они духовно были выше тех иродов, которые их мучили. Это великомученики, я их так считаю. Они все герои. Такое вытерпеть, вот когда их выкапывали этими проволоками колючими, мотанные, вообще это невозможно. Я мечтала о том, что мои дети не увидят, а теперь я мечтаю о том, что для моих, у меня 5 внуков, я хочу, чтобы у них было счастливое небо, чтобы весь народ жил сплоченно и красиво. Мы же за это, вот за это они погибли.
Слова скорби и вечной памяти сегодня произносят все. Особенно ценны они из уст ветеранов. Нужно сделать все, чтобы высокая цена, которую заплатили наши ребята, была не напрасна, призывают они. Свобода и будущее Родины теперь дело наших рук. И важно не опорочить память о тех, кто шел на смерть для того, чтобы мы жили. В те весенние дни мы потеряли лучших, поскольку это были те ребята, которые готовы были стать первыми, потянув за собой в атаку все подразделение. Новейшая история Абхазии – эта дата уже остается на все времена. Если говорить о нас, о оставшихся живых, то мы должны быть достойны памяти ребят, которых потеряли, поскольку, называя вещи своими именами, превратились в общество потребителей, не способных на себя взглянуть критически со стороны. Пассивное ожидание все более активных фаз обострения, чередующих с меньшим интервалом, способно привести к самому негативному сценарию, где мы дошли до того, что нам не нужен внешний враг, где мы способны подвести нашу государственность по разменную монету. А пока помянем тем, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Константин Пили о мартовском наступлении рассказывает впервые. Вспоминает каждый день, но мало когда обсуждают эту тему вслух. Слишком больно за друзей, которых отняла война. Точно помнит, страха не было. У него, сухумца, было лишь одно непреодолимое желание – освободить Сухум и изгнать из него всю нечисть. Что могу вспомнить? Ночь могу вспомнить. По 3 часа утра. Вода, которой мы не помним температуры совершенно. Перешли. Потом, правда, начался хаос. Кого-то туда, кто-то кричит, кто-то раненых, кого-то сюда. Потемки, стрельба. Страха как такового не было. Наверное, был шок, были шокированы. Но страха совершенно никто не испытывал. Перешли, и уже стало светать. Провалилось наступление, и уже думали, как выбираться практически. Понесли ребят, кто был еще живой. Мертвых мы сразу не стали брать, только там через сутки, через двое. Боджгва Леонид, командир взвода был, его сильно ранило. Он еле-еле выжил, но он спортсменом был, крепкое сердце, и он практически вытянул. А так мы думали, что его тоже больше не встретим живым. А мой друг Бесик Тарба Мерку, мы вместе все время. Он уже был немножко поопытнее, он был попадал в плен, после плена, вот так с Ачимчира прилетел. Он поопытнее меня, держал меня за шкирку, как говорится. Вот так вот пацанами, так все оно и было. Рвались. Я даже за несколько дней там выше над Гумесинским мостом, Озаба или, я не помню, это район, по-моему, Озаба, там на деревьях писали, ножом вычеркивали Сухум, мы скоро будем. Это не забывается, сейчас из года в год, как будто бы это было вчера, это не уходит. Да, немножко сердца черствеют у нас, боль проходит, но мы это в голове. Вам с этим жить, это нормально, так и должно быть. Главное, наверное, не мы, главное, чтобы будущее поколение знали и помнили эти имена. Это важнее. О том, что наступление на Сухум может стать неудачным, никто из бойцов тогда не думал. На зловещую тишину никто не обратил внимания. Олег Рагимов ее запомнил. Она была гнетущей, какой-то пустой. У ветерана было множество тяжелейших ранений. Его тело больше напоминало решето. И тогда врачи не давали шансам на выживание. Форсировали реку по всему масштабу фронтовому. Собрались наступлением. Форсировали, тихо было, спокойно было. Запустили нас почти в Учхоз, туда в новый район, к новому району. Там открыли они шквальный огонь, где работали снайпера. Мы даже не видели грузинов. Наша группа именно попала в засаду. Снайпера работали с этажных домов. Вся группа там полегла. Много погибли ребят, много без вести пропало. Очень тяжелый был день. По сегодняшний день скорбят, много без вести есть. Прошло 24 года с мартовского наступления. Многие именуют его провальным. А ветераны войны говорят, март был попыткой осуществить задуманное, чтобы Сухум, а затем и всю Абхазию освободить от врага. Именно за этим и шли на смерть, ради этого и совершались подвиги. Низ Фаршба, Беслан Джинджолия, Беслан Шхинджерия, Астамур Гошпа. Абхазское телевидение.
Сегодня день встреч бывших однополчан. Ветераны войны, участники мартовского наступления каждый год в этот день встречаются на месте боев, чтобы вспомнить то, о чем они, впрочем, никогда уже не забудут. На одной такой встрече побывала наш корреспондент Саресмар. Участники мартовского наступления, бойцы бывшего Афона Эшерского батальона под командованием Рафика Цкуа каждый год с болью в сердце и тяжелыми воспоминаниями возвращаются к Гумисте. 24 года назад никто не знал, что день военной операции по освобождению столицы станет черной датой в истории Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта 1993 года абхазскими соединениями была дана команда перейти реку Гумиста и занять стратегически важные высоты близ Сухума, что наши бойцы и сделали, но с какими жертвами. У первой мотострелковой роты Афона Эшерского батальона на тот момент было задание контролировать район массива Гумисты. Бои продолжались практически всю ночь. Потери были большие. Без 15 час ночи мы вышли со стороны Эшеры и перешли на эту сторону. Перешли на эту сторону по высоковольтным столбам, определились и перешли вот бывшая дорога Гречка, вот это вот, перешли сюда и с боями, вот дошли до ресторана Гума. Здесь у нас были жертвы очень большие, а на второй день уже, это 17 числа вечером, мы всех раненых организованно унесли на ту сторону, перевели, а кто был мертвым, всех похоронили и отметили места. Я был проводником Эшер-Афонского батальона. Для ветерана войны Рауля Лолуа с этим местом связаны самые тяжелые воспоминания. Он был самым юным бойцом Афона Эшерского батальона. Тогда ему было всего 17 лет. Раули сегодня помнит мартовские события так, будто это произошло вчера. Он в подробностях рассказывает, как со своими боевыми товарищами укрывался в этом месте от вражеских пуль, и как именно отсюда ему удалось подбить грузинский танк. Наши позиции вот здесь были, прямо на платформе, вот, где мы сейчас стоим, находимся. Вот моя точка была здесь. Вот здесь, и можно было отсюда видеть и ту часть, и заднюю часть. Вот. Отсюда вот двигалась БМП, и человек 30, наверное, с ними. Впереди шли люди, и даже было слышно разговор, когда они говорили, ну, где они? Они, наверное, уже отсюда оттянулись, они, наверное, уже ближе, значит, к реке отошли. Ну, а мы их подпускали. Парень, который рядом сидел, я ему сказал, давай подпустим поближе, чтобы противника можно было бы более качественно, как говорится, уничтожить. Вот. И они подошли, и мы уже открыли по ним шквальный такой огонь. Вот. БМП подбили, она чуть так назад отошла и остановилась там. Вот. Ну, после этого он развернул ствол. Я даже, если бы там лампочка в стволе горела какая-нибудь, или огонек был, можно было бы увидеть его. Вот прям направил на нашу сторону и сделал 3 выстрела. На 3-й выстрел снаряд залетел под платформу, и вот тогда нас контузило. Вот. Оказывается, потом ребята уже рассказывают, оказывается, с этого танка еще производились пулеметные выстрелы, и рядом со мной, который парень был, он в плечо получил ранение. Потом его перевязал вот, и отправили в дом раненых. Ну и вот так мы здесь просидели до вечера. Силы, которые должны были прийти с района Эшеры, не смогли прийти, потому что фактически мы в окружении оказались. Мы зашли сюда, вглубь, а дзоты, те, которые были сзади нас, они остались. То есть они остались нетронутыми. Мы проникли, пробили, так скажем так, оборону, прошли. Наша задача была закрепиться здесь, взять плацдарм, а уже дать возможность основным силам зайти через мост, через реку перейти. Но они не смогли это сделать. Единство, боевой дух и заветная мечта о победе морально помогали абхазским воинам не только в мартовском, но и в последующих наступательных операциях. Но та немыслимая стойкость, которую проявили наши бойцы именно в этой операции, останется в памяти и уже навсегда в истории. Только в немногочисленном Афона-Эшерском батальоне в те трагические мартовские дни погибли 14 бойцов. Герой Абхазии Рауль Крия с первых дней войны встал на защиту Родины. Он принимал участие в последующих военных операциях. Вот здесь завязался бой, и вот целый день мы здесь пробыли с боями, и потом ночью пришлось отступать.
Погибли, к сожалению, большому сожалению, наши ребята погибли. Очень такие ребята отчаянные. Операция была сложная. Мы могли бы сразу, когда вышли здесь с боями, могли бы выйти наверх, где ветерок, вверх могли бы взять. А когда пошли вдоль, они наверху остались. И сверху нас обстреливали как хотели, не давали голову поднимать. Мартовское наступление забрало жизни 222 героев – абхазы, армяне, русские, добровольцы Северного Кавказа, Юга России. Для многих из них датой смерти стал март, и каждый год их боевые товарищи собираются вместе, вспоминают погибших друзей, заново переживая, осмысливая и все острее ощущая боль от их потери. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сегодня Государственный комитет по молодежной политике организовал акцию памяти. Сотни молодых людей с цветами и свечами в руках прошли пешком путь от Учхоза до Нижней Ишеры. Те сотни метров, которые для многих наших ребят оказались последними. Сотни молодых ребят уже который год подряд в эти скорбные дни приходят сюда, в Нижнюю Шеру, чтобы отдать дань памяти, вспомнить героев. В этот раз шествие началось в поселке Учхоз. Отсюда участники акции шли пешком к мосту через реку Гумистан. Эту акцию мы проводим ежегодно. В прошлом году мы проводили практически такую же акцию, только в цифре 222 число погибших в мартовской наступательной операции. В этом году у нас будет шествие. Шествие, в котором принимают до 200 человек. Они будут держать свечи и цветы, и мы будем чтить память погибших в мартовской наступательной операции. Очень приятно, что ежегодно ребята уделяют внимание, помнят и чтят память в своей истории. На мосту разделились на две колонны. В руках каждого участника алая роза и свеча. Крошечные огоньки вспыхивают один за другим и освещают дорогу, по которой 24 года назад наши бойцы пробирались в столицу, прокладывали путь к победе. Огонь войны сжег жизни тысяч жителей Абхазии, но пламени не удалось уничтожить главное – силу духа и любовь к родине в сердце каждого абхаза. И сегодняшняя акция в память о тех, кто не сдался, не сломался и выстоял, тому свидетельство. Нисфа Аршбельдар Дамиров, Абхазское телевидение. И к другим темам. Решением Центральной избирательной комиссии повторные выборы депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия по Гудаутскому первому избирательному округу номер 17 назначены на 14 мая. Регистрация политических партий, инициативных групп пройдет с 25 марта по 14 апреля. Выдвижение кандидатов в депутаты также с 25 марта по 14 апреля. Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 14 апреля по 4 мая. ЦИК также утвердил дату второго тура парламентских выборов в 22 округах, которые будут проводиться 26 марта. Центр избирком также зарегистрировал 12 избранных депутатов парламента Абхазии. Юные абхазские спортсмены примут участие в первом чемпионате Азии по карате Кёкусинкай, который пройдет в апреле в Казахстане. Сегодня тренеров по этому виду спорта принял глава Госкомитета по физической культуре и спорту Баграт Хутова. О том, как юношеская сборная страны готовится к первенству, расскажет Астанда Хотарба. Федерация Кёкусинкай Абхазии во главе с Виталием Читанава существует с 1998 года. Крупные чемпионаты проводятся с 2001 года. В их числе чемпионат Абхазии, международные и городские турниры, в которых принимают участие спортсмены из всей страны. Наша федерация входит в состав Всемирной организации Кёкусинкай с 2001 года, а также в Международную федерацию ИФК. Абхазская сборная не раз выступала на различных соревнованиях, в числе которых чемпионат мира в Хабаровске, где наша команда выступала под своим флагом. После сборная получила приглашение в Казахстан благодаря поддержке президента Абхазии Рауля Хаджимба, а также российских друзей. Мы сталкивались со многими моментами политическими, но тем не менее нам удалось, объединяя наши усилия, с Божьей помощью удалось команду, чтобы выступила на чемпионате мира. Хочется, конечно, обязательно отметить и поблагодарить руководство Республики Абхазия, чья заслуга данного участия на чемпионате мира под абхазским флагом. Хочется отметить и выразить огромную благодарность Сергею Владимировичу Кириенко, Юрию Петровичу Трутневу и Рамилю Габдрауфовичу Габасову. Несомненно, эти люди, которые нас поддержали в административном плане, тогда, когда у нас стояли вопросы
снятие команды со стороны наших соседей. Юношеская сборная Абхазии, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Азии, состоит из 8 спортсменов, в числе которых одна девочка из Гульрыбского района Лера Джалагония, ее тренер Тимур Читанава. Президент Федерации лично готовит 4 ребят и отмечает, что дети занимаются дважды в день, оттачивая технику. К сожалению, как во всех видах спорта, в Абхазии сегодня мало взрослых бойцов. К сожалению, у нас это затронуло. Очень много детей перспективных. Ребята наши, они неоднократно ежегодно, уже 3 года подряд не дают никому взять Юг России, Северный Кавказ. У нас и неоднократные они чемпионы. Еще одного маленького спортсмена готовят в Ачимчире под руководством Зураба Мурадяна. Просто вот он, когда услышал, сразу я еду, хочу, плохо ему он тяжело, но он готовится, старается. Объяснил ему, что ты будешь поднимать, выиграешь, поднимешь флаг. Это вот патриотизм, знаете, это, ты не представляешь, говорю, что это представляешь, когда твой гимн будет играть. И он просто настолько свежбашап, настолько загорелся этим, да, что вот он утром 6:30 мне уже звонит. Симпай, ты приехал, где мы, давай бегать. И вот ребенок загорелся, готовится. В Абхазии работают секции по карате Киокусинкай в Ачимчире, Гульрыбском районе и Сухуме. Совсем недавно открылся зал в Гудауте. Планируется открытие зала и в Гагре. В азиатском чемпионате участвуют более 20 стран, в том числе и основатели направления этого вида карате – японцы. Астанда Оторба Саидайба, Абхазское телевидение. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе и канализации 17 марта с 12 ночи до 5 вечера будет прекращена подача питьевой воды на старом поселке в центральной и нагорной частях города в районе Виема. Ну и в конце выпуска информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем 11-13 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.